дистанцию. Ну что делать? Такова жизнь. Поэтому держите баланс как сможете. Быть перфектным в этой области невозможно. Как замотивировать мужа, если он игнорирует силу подсознания? Как написано, так и читаю. Не трогать его. Игнорирует и фиг с ним. Мужики не любят обсуждать подсознание. Большинство мужчин мыслят глобально, технично и работают сознательно. Такова их природа. Большинства. А материнской любви не дала мама в детстве. В старости мама много лет болела, ругалась. После этого мама умерла. А у меня осталось чувство вины. Как это пережить? Не тянитесь за человеком, который ушел, а то ускорите свой уход. Вы обязаны жить и жить своей жизнью. Поэтому простите все, ставьте свечки в церкви, кладите цветы на могилу и все, и закройте эту историю, живите своей жизнью. Я интроверт. Не очень люблю общаться с людьми, но связи и контакты все-таки нужно поддерживать. Через людей приходит много хорошего, но меня напрягают сами люди. Как найти баланс? Найти баланс очень сложно, потому что интроверту очень сложно открыть рот и быть легким. В книге «Дао жизни» и «Рестарт» я этому обучаю. Возьмите себя в руки, купите их и прочтите, особенно те главы, которые посвящены искусству общения. Там есть прямо отдельно для интровертов, из чего нужно начинать. У вас все получится. Главное, не спешить. Первый раз главное преодолеть страх. Один раз. Один раз. И понять, что если вы провалитесь, то мир не обрушится вокруг вас. Если вам кто-то скажет: отойди от меня, не хочу с тобой общаться, с вами ничего не произойдет. Вы ничем не рискуете. Сейчас зашел 24-летний сын и сказал мне: хоть одного нормального человека слушаешь. Приятно. Привет сыну. Так, вопрос продолжает поступать. Очень много, кстати, пишут после новогодних праздников, как правильно похудеть. Видимо, все восхищаются вашей формой и хотят совета, как остаться в форме после праздников. Ребят, я на празднике мало ем. Я ем вкусно, но мало. Ну, например, мы собрались с друзьями в 10 часов вечера и поели. В 12 часов выпили шампанского, ну, а потом поехали в гости по разным там делам. И там уже не ели, там так выпивали и так далее. Поэтому праздник Новый год – это не жратва. И вот 1 числа пришли в себя, в 6 часов вечера праздничный ужин с семьей и так далее. Но это же в 6 часов вечера и все, а потом никто ничего не жевал, не ел. И главное, не нажирайтесь на ночь. А в новогоднюю ночь это исключение. Но не надо превращать праздник в праздник живота. Праздник не для этого. Праздник для того, чтобы ощутить счастье, полет, некий вайб, некую атмосферу, находясь со своей семьей, со своими друзьями, веселясь вместе. Танцуйте. Главное, танцуйте. Я же вам всем говорю, танцуйте. Съели слишком много, тогда включайте музыку и танцуйте, и ничего страшного не произойдет. За 11 дней вам дано отдохнуть, выбросить работу из головы, заниматься спортом, развлекаться, уделить внимание своим увлечениям, хобби и так далее, не для того, чтобы жрать. Что делать с огромным количеством идей? Что делать, если кидает то с одной стороны, то в другую сторону касательно своего будущего? Ну, значит, вы себя не нашли. Когда вас кидают во все стороны идеи миллион, это вы, значит, ищете бабки, а не идею самого себя. Вам нужно найти версию самого себя. Поэтому продолжайте поиски. Признак, что вы нашли версию самого себя, когда от идеи у вас пойдет адреналин и дрожь прямо. Вас затрясет и пойдет адреналин, как вот со спуска горы на горных лыжах. Вот тогда она ваша версия. Как эффективно трансформировать энергию страха или нейтрализовать ее? Я уже говорила 100 раз. Откопайте этот страх и представьте, что будет, если этот страх реализует. То есть то, чего вы боитесь, реализуется. Например, вы боитесь быть уволенным с работы. Представьте, что вас уже уволили.
Вы боитесь быть одному, и от вас уйдет жена или муж. Представьте, что вы уже одна или один. Вы боитесь летать на самолете. Представьте, что вы разбились на самолете. А потом проанализируйте эту ситуацию. И что будет? Представьте, как вы будете жить один с позитивной точки зрения. Это окажется очень круто. Вы получаете шанс очистить вашу атмосферу от прошлого, и тут же она заполнится новым. Вспомните слова о том, что не ваш человек не должен быть с вами, он всегда уходит. Ушел, значит, не ваш человек, и до свидания. Вы боитесь быть уволенным, вот вас уже уволили. Подумайте, кем бы вы работали. Если у вас совсем нет денег, кем бы вы начали подрабатывать? Может быть, водителем, может быть, уборщицей, может быть, няней, может быть, гувернанткой. Это не важно, нужно представить, не бояться пройтись по всем социальным лестницам. И тогда страх тоже уходит. И, наконец, самолет. Представьте, что вы разбились в самолете. Это же трагедия для близких. А вам все равно. Раз и все, и вас нету. Ну и все. И не думайте о том, что если вы это представили, то это обязательно сбудется. Это чепуха все. Но если уж вы этого боитесь, то потом все, что вы представили мысленно, запихайте в костер, и пусть это там сгорит. Тоже воображаемый костер. Ирина, как думаете, отношения на расстоянии могут быть благополучными? Зависит от силы любви. В современном мире, если они долго на расстоянии, долго, ну, например, вы встречаетесь раз в году в отпуск, а все остальное время живете по отдельности, они могут быть стабильными в окружении любовников. И с той, и с другой стороны. Тогда они будут очень стабильными. Как повысить женскую энергию? Ну, сейчас скажут, женская энергия больше секса, да? Женская энергия ничем не отличается мужской. Она отличается только одним, она более тонкая и более чувствительная. Поэтому, чтобы повысить женскую энергию, нужно повысить творчество, ввести творчество в свою работу и в свою жизнь. Все. Несколько раз уже человек написал вопрос, как выйти из матрицы. Он пишет из матрицы. Это хороший вопрос. Чтобы выйти из матрицы, надо войти глубоко в себя. А эта дорога бесконечная. Ну, хотя бы начинайте. То есть для вас вы и ваша внутренняя жизнь, и ваша внутренняя планета становятся более важными, чем та матрица, которая существует вокруг вас. И вы начинаете изучать себя. Весь процесс, который происходит у вас, процесс мышления и так далее и тому подобное. И выстраиваете свои ценности и прислушиваетесь к себе. Это длинный, бесконечный путь, но только в нем и есть смысл жизни на самом деле. А как себя вести с мужем, который флиртует с другими? Ну и вы флиртуете с другими. Ему это не понравится. Я думаю, нет. А если понравится, значит у вас такой полусвободный брак. Он готов позволить вам флиртовать с другими, чтобы он тоже флиртовал с другими. Ну, не такой же муж, прямо абсолютно такой же. Что делать с частыми перепадами настроения? Есть какой-то диагноз, да? Когда бесконечно меняется настроение, это чего там? Как называть в психологии? Я сейчас боюсь ошибиться, если я сделаю предположение. Но неважно. Ну, неважно. В общем, если прямо очень часто качает туда-сюда, 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 нужно идти к психотерапевту. Ирина, подскажите, не кажется ли вам, что новые все верения о подсознании, об исполнении желаний, изучении себя – это как новая Библия? Все зависит от того, каков предмет изучения. Если исполнение желаний, да, это новая Библия, потому что это новый Бог, неизвестно какой, который человек верит, что он исполнит все желания. Этим и занимаюсь, не занимаюсь. Изучение себя – это когнитивная работа мозга,
очень сложное, к Богу не имеющее никакого отношения, к Библии тоже. Вы просто пытаетесь понять, в чем суть вас в качестве рожденной Вселенной частицы. Это научный процесс. Вы работаете как наблюдатель, как ученый, который наблюдает за собой. Не за мышкой, не за собачкой в лаборатории, а за самим собой. Это абсолютно научный процесс и очень интересный для определенного типа людей. Очень многие написали нам уточнение, что это биполярное расстройство. Вот, точно, биполярное расстройство. Поэтому я отправила сразу к психологу, если качает жестко и в противоположную сторону. От плача до гнева. Это уже надо идти к врачу. Что делать, если мой парень действительно хороший человек, но он смотрит на мир другими глазами, и его мир другой, но его мир разрушает мой, и я хочу уйти, или же можно сохранить как-то такие отношения? Ну, я не знаю, мне нужны подробности, а то сейчас ляпнешь что-нибудь. Но если разные миры, это не страшно, у нас с мужем абсолютно разные миры. Но если они нигде не смыкаются, а наоборот его мир разрушает ваш, ну тогда действительно может быть не по пути. Очень много вопросов, связанных с вакцинацией. Будете делать вакцину, не будете делать. Все переживают из вакцинации. Пока я не знаю, я боюсь последствий. Черт его знает, что со мной будет после этой вакцины. Я как-то... Мой организм не любит все вот это вот искусственное. Я никогда не делала вакцины. Против гриппа я ничего не делала, он же мутирует все время. Ну, посмотрим. Спутник, что ли? Так там все равно вроде недолго длится. 2 года вроде бы. 2 года, да? Через 1,5 месяца только, да? Да, и много дней не пить. И много дней не пить? Да. Чего не пить? Воды? Нет алкоголя, там, по-моему, 40 дней нельзя пить. Да ладно вам. Да. По-моему, это обман какой-то. Чтобы все меньше пили? Ага. Это как акцизы. Стране невыгодно, наоборот. Акцизный налог же один из самых больших, поэтому наоборот Ребята, невыгодно. у меня нет ответа на этот вопрос. Ну что, давайте последний вопрос. Очень многие пишут про страх, панические атаки сейчас, особенно за ситуацию вокруг страны, вокруг переживания за своих близких. И сейчас многие прям пишут, что сильно волнуются. Как снизить этот накал? Я вас уже предупредила. Еще 2 года это может быть. Поэтому, птички мои, привыкайте, вы живете в таком мире, где будет это все время. Вы это можете изменить? Нет, не можете изменить. Если этого не можете изменить, значит, вы об этом не думаете. И этот стресс вас будет убивать, и ваших родственников, и детей, и родителей, и друзей. Прекратите. Все, не думайте, забудьте об этом. Живите так, как живете в обыкновенном мире. Запрещают вам что-то, ну и ладно. А у вас есть свой мир, свой дом, своя квартира, своя работа, или вы ищете работу. Занимайте голову делом. И прекратите читать эту ленту в интернете и смотреть телевизор. Читайте художественные книги. Очень помогает. Прям вот так. Например, последний роман Пелевина. Большой, толстый. Вписаться в него сложно. Читайте.